Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Вот такие кадры приходят из ППЖ, который сейчас называется приют. Можно ли остаться равнодушным к этим умоляющим глазам? Но учитывая нашу печальную ситуацию, я скажу, что спасти их можно только при наличии фин-кураторов, то есть помощи ежемесячной. Собираемся в группы по каждому хвостику. Посильная помощь. Главное, чтобы регулярно, по вашей возможности. На кого не сможем собрать, увы, тот останется там, в ППЖ. А скоро зима, лютые морозы. Только так, друзья. Я не могу прокормить уже набранных 200 собак. Долги за передержки растут. А еще клиники, пиар и другие проблемы. Посмотрите в их глаза. В них и отчаяние, и надежда, сколько страданий выпадает на их долю. Чем же эти собаки провинились перед человеком? Тем, что родились? Сколько же там несчастных животных с умоляющими глазами. Я читаю в них великое терпение терпеть голод. Но холод и жестокость не пережить таким животным. Кто-то спасает красивых, кто-то мелких, кто-то породистых. А я не могу пройти мимо вот таких несчастных, молчаливых, ни на что не надеющихся глаз. Друзья, невероятно, молоденькая, кроткая девчушка. Да нельзя же ее не спасти. Пожалуйста, и на нее нужны финкураторы. Откликнитесь, пока они живы. Давайте успеем. Откликнитесь, люди. Вот белый красавец в крови. Сколько он там проживет? Не очень долго. Запах крови возбуждает агрессию у вечно голодных собак. А вот черный, истощенный песик. Он так похож на того щенка, которого нам не отдали весной. У кого-то первая зима в жизни станет последней. В первую очередь гладкошерстные, слабые, тощие, голодные не переживут. Не жилец он там и до зимы не дотянет. Друзья, кто желает прийти на помощь этому молодому песику, несчастному? Ведь если не мы, то никто его не заберет, раз не забрали до сих пор. Ему нужны финкураторы на постоянной основе, ежемесячно, посильную сумму. Кто готов, кто может ему помочь? Откликайтесь, пожалуйста. А вот этот парень за свои года 3 успел многое пережить. Видел, как загрызают сородичей. Всегда смотрел вдаль своими умными глазами, пытаясь рассмотреть, не за ним ли идут. Ведь они, собаки, знают, в них генетически заложено желание жить и служить человеку. Вот и этот парень мечтает о доме, мечтает вырваться оттуда, где нет ни своего места, ни будки, на всех не хватит, ни соломинки, ни чашки еды. А все это отвоевывать не каждый умеет. Друзья, давайте спасем этого мудрого, уже покоцанного, с рваными ушами, всегда грустного парня. И на него нам тоже нужны финкураторы. А вот еще молодой мальчишка, ему бы резвиться возле человека, добрый, ласковый, пытается дотянуться до руки человека и лаять-то толком не умеет, поскуливает. Несколько дней живу надеждой, может, кто заберет, но нет. Низенькую будку на земле скоро завалит снегом, а внутри будет лед. И вся их детская веселость пройдет, останется безнадега и жуткая тоска в глазах. Если кого торкнули, задели глаза этого малыша, друзья, откликайтесь на финкураторство. Тогда сможем спасти. Надеюсь, успеем. Друзья, у нас на передержке номер 1, как вы помните, большое пополнение.
И чтобы малыши не ранили лапки на прогулке, пришлось купить 2 машины асфальтовой крошки. Это намного лучше, чем песок. Нанимать рабочих, чтобы развести, разложить, утрамбовать, не на что. Пришлось Наташе самой делать эту тяжелую работу. Работа на несколько дней. Одного хвостика возили в клинику на обследование. Приглашали фотографа на фотосессию. Примерно треть отфотографировали и отправили фото в пиарную команду. Но пока нечем заплатить, пока долг перед фотографом, а надо фотографировать оставшихся. Без пиара у мелкашей нет возможности обрести дом. Друзья, помогайте. Вот такие расходы нужные, необходимые, и без них никак. Нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогайте этим малышам. А на нашего щеночка, который приехал недавно из Абхазии, знаете, страшно смотреть. Одни кости, он никак не может наесться и не может пока начать набирать вес. Сдали ему анализ на дирофилярий и лимблиоз. Анализы пришли отрицательные, что уже радует, уже хорошо. Ну вот так мы кушаем кашу, вот так. Вот так. Видите? Нам очень вкусненько, очень вкусненько. Да. Лопает. Удовольствие. Гля, он сейчас миску проглотит. Малыш, да все, хватит тебе вылизывать там ее. Бедный ребенок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас съест эту нафиг миску. А вот этот вот как раз чебурашка, это она греть будет. Ну вот еще такой зелененький. Тоже. И лапы. Чик-чик, лапы засунул. На спине застегнул, да, и пошел. И шлейка даже. И шлейка даже вон есть, видишь? Ну вот, смотри, оно по размерчику ему. Да что ты замер-то? Глянь, не дышит, стоит. Лар, ну вот смотри. Вот зелененький. И штанишки, и шлейка тут вон есть. Прямо вмонтирована, видишь, она туда вшита. Вот, и на спине застегивается, видишь? Такой ребенок спокойный. Лапы засунул, и на спине, видишь, молнию можно. Да, опять ножки далматинские. Лар, но этот вот меньше на размер. Вот, видишь, попка открытая. Ну что, тощий. Он только вот кушает-то как 3 дня. За 3 дня, я скажу, поправиться не успел. А вот этот как тебе, Лар? Вот он ему по размерчику хорошо. Купили ему комбинезон для прогулок. Он, конечно же, очень мерзнет и дрожит на улице.